Исполнительному комитету муниципального образования города Казани надлежит внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения. В трехлетнем споре сегодня поставил точку Конституционный суд республики. Этого решения инвалид второй группы Нина Мешкова ждала с 2009 года. Тогда женщина была поставлена на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий вне очереди. Однако квартиру ей не выделяли, ссылаясь на неполный пакет документов. Как говорит Нина Мешкова, все это время она живет где придется. Я собрала все документы с 2009 года и должна была хоть какой-то угол для себя, чтобы не жить вот на этой жилплощадке с этими мошенниками. В исполкоме Казани требовали доказать статус малоимущей и отсутствие собственного жилья. В пакете документов должны были быть сведения обо всех членах семьи и их имуществе. У Нины Мешковой есть сводный брат, связаться с которым она якобы не может, а без справки от него документы исполком не принимал. Конституционный суд Республики Татарстан приходит к выводу, что исполнительный комитет муниципального образования города Казани не вправе относить сведения из органа технической инвентаризации о наличии, об отсутствии жилых помещений к числу документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. Это значит, что собирать полный пакет документов Нине Мешковой не потребуется. Она просто не могла. Вот физически она не могла собрать те документы, которые необходимы были. Сейчас это нужно будет смотреть на практику, как это будет все это воплотиться, потому что регламент должен быть исправлен, тоже работа предстоит. Внести изменения в действующие нормы исполком обязан уже сегодня. Дело Нины Мешковой стало прецедентом, и теперь упрощенный порядок будет действовать для всех людей с тяжелой формой хронических заболеваний. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.